В Ингушетию с рабочей поездкой приехали руководители аппарата Общественной палаты Российской Федерации Николай Доронин и заместитель руководителя палаты Алексей Кошелев. На встрече с главой региона гости обсудили вопрос подготовки к проведению в августе в республике форума сообщества. Стороны обсудили важные аспекты проведения мероприятия. Программа будет формироваться совместно с регионом. По предварительным данным, участие в форуме примут около 800 человек. Будут приглашены федеральные представители, делегации из регионов Северного Кавказа, а также субъектов, которые принимали форум в прошлом году. Затронули также тему важности создания навигации для участников мероприятия. Для этих целей глава Ингушетии предложил поручить Министерству молодежной политики и туризма привлечь волонтеров. Николай Доронин предложил Махмуду Али Калиматову принять участие в панельной дискуссии, которая пройдет в первый день форума. Руководитель субъекта выразил желание пообщаться с участниками. В этом году форум проходит в 3 городах – Иркутске, Калуге и Магасе. В Ингушетии он запланирован 22-23 августа. Площадкой для проведения станет Ингушский государственный университет. Значимость общественной палаты, я знаю, в целом в России, но и, конечно, у нас в республике она неоценима. И то, что наметили провести здесь мероприятие, это, в общем-то, для нас даже вот престижно, и это уважение к нашему руководителю и заместителю. В общем-то, мы взаимодействуем, работаем. Огромную роль в этом играет тоже общественная палата, потому что взаимодействуют с людьми всегда, знают линию, выработанную нашим президентом Владимиром Путиным, знают линию администрации президента. Ну и для нас это очень важно. Здесь побольше вот таких мероприятий надо. Понимаем, что наши герои воюют, но жизнь мы должны продолжать. И учитывая это, чтобы общество, оно двигалось. И это позитивный посыл для молодежи, для вообще. Вот. И я не знаю, принято, не принято, но хорошо бы какие-то в школы свозить, посмотреть. У нас очень хорошие школы, у нас достаточно технически оснащенных. И очень важно здесь показать бы, у нас, наверное, в России 7-й, у нас IT-академия. И у нас вот выпуск будет уже по 500. Теперь будем, например, программистов выпускать. Вот, для всей России. У нас молодежи-то почему? У нас до 35 лет более 30% молодежи, наши жители. У нас очень много молодежи. То, что президент Владимир Ильич говорит, консолидации, интеграции субъектов. Вот, ну, увидите, может быть, чем-то подскажете, где-нибудь там поможете. В ходе этой поездки у нас задача представить форум сообщества, что это за проект, чтобы люди понимали, и попросить их содействия. Вот мы, значит, и с правительством, и с палатой встречались сегодня. Нужно начать потихоньку информировать людей о предстоящем мероприятии. Вот, по мере утверждения программы будет больше конкретики о том, куда мы их зовем, но тем не менее такую работу можно начать уже сейчас. Вот. И второй очень важный момент, что мы всегда программу форума формируем совместно с регионом. В этом смысле вот, и на встрече с правительством поручение было дано, и на встрече с палатой мы обсуждали, до 10 июля мы бы хотели от вас получить какие-то предложения, там, темы, сюжеты, вот, направления, они примерно понятны, вот, и, там, и молодежная политика, и здравоохранение, образование, социальная помощь, благотворительность, много, да. Вот, соответственно, мы бы хотели от вас получить ваше видение и по проблематике, по возможным секциям внутри программы, по тем экспертам, спикерам, которых вы хотели бы видеть на этой площадке, федерального уровня, которые мы в состоянии привести, членов палаты и так далее. Чтобы мы уже к середине июля уже упаковали программу и хотели бы, наверное, в начале августа уже ее публиковать, и уже активно, вот останется тогда вот 2-3 недели, уже активно приглашать людей к участию.